его люблю, как город, в котором я живу уже много лет, но мне он не нравится. Я придумала эпиграф к моему выступлению только что. И мне он очень нравится. Не место красит человека, а человек место. Вот. И поэтому я думаю, что с этим эпиграфом надо и действовать. У меня есть, у нас с Ильей, Илья тоже присоединится к моему выступлению, Илья Костин. Мы с ним вместе занимаемся защитой прав людей с инвалидностью и вообще работаем вместе на разных проектах. Включите, пожалуйста, первый слайд. Сейчас, секундочку. А у тебя есть? Ладно. У нас оказалась пустая презентация, но пусть так будет. В общем, мы подумали и решили, что хватит заниматься детьми. Точнее, я, к сожалению, закрываю свой реабилитационный центр, оставляю правозащитную деятельность, и мне очень сильно захотелось заниматься обустройством города. Тут среди нас сидят люди, которые этим занимаются и периодически занимались. Вон Паша лежит, да, он сделал классный сквер с ребятами. Тут Алена Зизигова ходит, которая борется за то, чтобы одну из улиц сделали пешеходной. Тут есть люди, которые что-то... А Алена, кстати, еще тут ходила, очень любит она Заречье, она ходила там, собрала кучу народу, чтобы сделать Заречье чистым. И после этого была классная тусовка, они сидели и что-то пили, что-то ели. В общем, это было весело. И при этом Заречье стало чистым. Что меня вдохновило? Несколько лет назад я прочитала про Дрвенград. Есть такая деревня в Сербии, и эту деревню построил Эмир Кустурица. Вы его все знаете, это отличный режиссер, который для своего фильма, для одного своего фильма в 2002 году решил построить деревеньку. А потом он туда переехал. И к нему стали съезжаться в эту деревню единомышленники. То есть люди, которые думают так же, которые тоже хотят создавать свое общественное пространство, которые не хотят зависеть от государства. И это прекрасное место, в которое государство не вмешивается. То есть, поскольку у Кустурицы есть хорошее имя, хорошая репутация, они туда не лезут. И Кустурица сделал классное место для жизни. Там у них улицы называются в честь людей, которые им близки, там Федерико Феллини, Тарковский Андрей, Юрий Гагарин. Сам Кустурица живет на улице Брюсселя. У них там есть тюрьма, которая закрытая. Это называется, что такое хранилище каких-то гуманизма и ренессанса. В общем, они называют интересные места интересными названиями. У них там есть рестораны. Кстати, вход в эту деревню платный. Я не предлагаю сделать въезд в Сыктывкар платным. Но выезд, кстати, надо делать платным, как в анекдоте про верблюда, да? На верблюда садимся бесплатно, а чтобы слезть, надо заплатить. Нет, это так, по ходу. Больше всего меня вдохновляет в этой деревне то, что люди решили обойтись без государства. Меня вообще все время прет эта мысль, что государство, в принципе, оно по боку. А главное, чтобы оно не мешалось. Мы можем делать все собственными руками. Илья вот это доказывает, хотя к нам спиной стоит, показывает неуважение полное. Вот. И я начала изучать чуть-чуть совсем. Я не разбираюсь в урбанистике вообще. Я не знаю, как это все делается, что нужно делать. Но когда-то, 10 лет назад, я не разбиралась в защите прав. Я вообще учитель французского. Потом, 8 лет назад, я не разбиралась в дефектологии, но потом открыла реабилитационный центр для детей-инвалидов. То есть, то, что мы чего-то сегодня не знаем, мы вообще не понимаем, как делать, это не значит, что через год мы не будем супер успешны. Так вот, я посмотрела, отлично, пошел дождь. Все придут меня слушать. Я посмотрела на мир, как люди, вообще простые жители обустраивают свои общественные пространства. Ну, вы знаете, что общественное пространство – это то место, куда люди приходят бесплатно. То есть это не магазины, там, не кинотеатры, а это улицы, площади, парки. И вы знаете такого классного блогера Илью Варламова, который сказал в своем блоге, что он говорил про справедливый город. Он считает, что город должен быть справедливым. Справедливый город – это город для всех. Это город для бабушек, это город для людей на инвалидных колясках, для детей, для молодежи и прочее. Мы тут с Максимом недавно гуляли по улице в ночь после в ночь после выпускного. И там, знаете, шлялись
просто шатались вдоль коммунистической выпускницы в красивых платьях. Им некуда пойти, они ходят вдоль магистрали, туда-сюда поворачивают, заходят в пивные ларьки, а ночью им не продадут, слава богу, значит, закупились заранее. В общем, этот город несправедлив для большинства людей. Я не знаю, для кого он справедлив. Так вот, этот Илья Варламов сказал, что есть хороший маркер, где люди тратят свое свободное время. И если они тратят в торговых центрах, как у нас, к сожалению, у нас в торговый центр выходит как на праздник. Женщины одеваются, красятся, все идут там по Максе. Вот. Значит, это город несправедливый. А в справедливых городах люди тратят время на площадях, в парках, в местах, где можно, вот здесь, да, то есть вот эти ребята, они как раз делают наш город уютным, потому что это традиция уже. Уютным город можно делать с помощью обустройства пространства или с помощью традиций, как я это вижу, да, вот насаждение каких-то традиций, в хорошем смысле. Даже к нам едут кто-то специально, чтобы посмотреть. К нам приехала из Мурманска Даша Шучалина, потому что она сказала, у вас тут такая движуха, я не хочу жить в Мурманске, я хочу жить в Сыктывкаре. Но это же, Ой, Чернышов, простите, пожалуйста. Даша Шучалина лучше бы уехала в Мурманск. Вот, ну да, хотя было бы меньше юмора в городе. Ну так вот, к сожалению, презентацию я свою пустую привезла, поэтому буду рассказывать устно. Есть такое понятие, как, я про опыт мировой, парклинги. Вот, например, в Далласе два жителя собрали добровольцев, собрали $1000, рублей, хотела сказать, и взяли разрешение города и сделали такой паркинг. Это кусочек парковки. Для того, чтобы снизить ситуацию с пробками, как раз улучшить, они взяли кусочек парковки, одну полосу захватили, поставили там пианино, деревянный помост, клумбы, эти самые шахматные столики, и люди там стали отдыхать. Вот мне нравится идея. Я не говорю, что в Сыктывкаре надо делать паркинги, но паркинг — это один из способов обустроить пространство на время. Они потому что мобильные, они снимаются, если вдруг транспортная ситуация стала хуже, и они обратно монтируются, если вдруг она стала лучше. Есть еще такая, у нас, например, в Вологде у нас есть треугольный сад, тоже молодые люди собрались большой кучей и решили обустроить пространство, которое было очень скучным, грязным. Сделали там всякие деревянные штуки, они там собираются, тусуются, проходят, я имею в виду штуки деревянные, это помосты какие-то лавочки, проводят какие-то лекции, вот как мы здесь, только это постоянно. Правда, сад власти сейчас стали его демонтировать, но ребята борются. Таких вот к нам позапрошлом баркэмп приезжал парень из Перми, его зовут Фрукты. И кто был на баркэмпе, они видели, насколько он классные граффити делает. Он обустраивает уродливые места, он стебется над уродливыми местами города. Например, какая-нибудь решетка, там вылезает какой-нибудь Симпсон, что-нибудь такое. Он делает эти классные вещи, и когда наш город кажется некрасивым, он вдруг может казаться смешным, и это уже классно. Есть классная инициатива, это уже традиция, это тоже в Соединенных Штатах Америки, в Далласе, нет, это уже в Хьюстоне. Традиция называется «Воскресная улица». Они тоже по инициативе людей простых, каждое воскресенье перекрывают на несколько часов одну из улиц, не каждый раз одну и ту же, одну из улиц города, и она становится пешеходной зоной. И люди там в это воскресенье выносят туда столики, раскладываются с какими-то пикниками, ездят на велосипедах, и несколько часов они таким образом проводят время. И каждый раз думают, а где же в это воскресенье откроется улица, какая из улиц будет для нас доступной. Мне очень нравятся эти инициативы. Но поскольку я ничего не понимаю в урбанистике, я даже недавно прочитала, что это наука, да, какая-то. Но, Паша, хватит смеяться. Я сейчас передам трубку. Я передам сейчас микрофон на 5 минут Илье, потому что он разбирается в урбанистике. Это человек... Вот. Ты разбираешься в урбанистике, потому что он взял и благоустроил с силами своей одной инвалидной коляски. Вот, он обустроил и продолжает обустраивать целый район города Сыктывкара. Его там считают мэром. Ну, не мэр.
Вот. Его там считают мэром, ну, в хорошем смысле. Не то чтобы несли ему деньги, да, вот, но, однако же, все к нему прислушиваются. И он сейчас, он умеет это делать, он со мной теперь в команде, мы теперь вдвоем будем обустраивать Сыктывкар. Вот Алена тоже к нам присоединится, разумеется. Сейчас я ему дам трубочку, он расскажет о своем опыте. Микрофон. Всем привет, меня зовут Илья, я с города Сыктывкара. Я сегодня хотел вам рассказать про уникальный микрорайон улицы Ручейной. Население у него 2500 человек. Он находится в 3-4 минутах от центра города Сыктывкара. Вот, в сентябре 2013 года мы с моим другом с Юлей рассказывая решили благоустроить этот микрорайон, создали ВКонтакте группу «Ручей наш общий дом», где сегодня уже численность около 1000 человек. Вот, и мы тогда решили поставить приоритетное направление деятельности. Это экология, инфраструктура, спорт и досуговая деятельность. По экологии мы занимаемся именно это ликвидация свалок незаконных. Где-то мы делаем эти все дела через суд, где-то мы договариваемся с администрацией города. Мы ликвидировали 3 свалки за этот период. 2 из них мы сделали это через суд, к сожалению, были вынуждены, потому что не ликвидировали. Проводим ежегодные субботники. Да, с 2013 года проводим ежегодные субботники, озеленяем территорию. Вот, в прошлом году мы нашли людей, кто продает ели голубые, мы засадили там в районе 30-40 елей. Так что, вот, что касается экологии, что касается инфраструктуры, мы тоже также что-то пытались сделать через суд, где-то договорились, но я вам скажу точно, что мы в полном взаимодействии с администрацией города это делаем. Никаких конфликтных ситуаций у нас не бывает. Вот, мы заасфальтировали дорогу, заасфальтировали тротуары. Так, в этом году мы сделаем капитальный ремонт уже моста, тоже договорились с главой города, чтобы выделить деньги на этот год. Так что, что касается инфраструктуры, спорт развиваем, мы написали 3 проекта, 2 волейбольные площадки сделали, нам выделили гранты, и 1 хоккейную коробку мы благоустроили, провели туда освещение. Вот спустя 25 лет мы возобновили каток на этой улице, уже 5-й год мы заливаем каток, первые года мы делали это за свои средства. Сегодня, вот 2017 год по 2018 делает это полностью администрация города Сыктывкара, взяла на себя полностью вот эту ношу. Вот. Что касается досуговой деятельности, это мы проводим различные там мастер-классы, ручки и тому прочее. Вот так благоустраиваем. Благодаря Юле вы, конечно, на картинке могли бы это все увидеть наглядно, но она вот так отнеслась к этому несерьезно. Вот как-то так. Вот посмотрите, да, Илья относится очень серьезно. И когда я узнала, у меня включен микрофон? Когда я узнала о том, что просто группа ребят, и Илья плюс его школьные друзья меняют целую улицу Ручейной, на нее раньше приехать было неприятно, а сейчас мы туда приезжаем и тихо завидуем. Я еще вспомнила про одну инициативу, а потом я расскажу подробнее, сколько у меня минут, о нашем предложении. Мне очень нравится идея открыть крыши. И это, мне кажется, вообще бомба. Тут нужно всего лишь перевести, это, конечно, сложная процедура, да, но нужно перевести крышу в разряд эксплуатируемых с помощью жителей домов. Какие-то есть всякие штуки, вот, и согласовать с администрацией города. Крыша — это такое классное пространство, плоские крыши, я имею в виду. Крыша — это такое классное пространство для того, чтобы там организовывать какие-то временные или постоянные общественные пространства. Туда можно ставить какие-то катки с цветами, какие-то шезлонги, я не знаю, теннисный стол, шахматные столы. Там, у меня маленькая пока фантазия, пока я здесь стою, так-то нормальная. Так вот, открыть крыши, это же, мне кажется, не то, что так просто, это так очевидно. Несколько крыш в городе, и мы туда будем ходить, и, конечно, обезопасить их, чтобы туда не ходили некоторые
В общем, ребята грустные, несчастливые, с обсессивно-депрессивными расстройствами. В общем, на крышу пускать нормальных ребят, которые готовы там расслабляться. Ну так вот, мы сейчас нас двое. Но мы, например, мы полностью уверены, что к нам присоединятся люди. Мы хотим создать некую, назовем это урбанистическую лабораторию, то есть сообщество людей, которые будут собираться периодически, которые будут обсуждать вопросы обустройства, облагораживания нашего города, какие традиции мы хотим внедрять в город, какие пространства мы хотим обустраивать. И эта урбанистическая лаборатория должна состоять из людей, простых горожан, да, которые просто не имеют отношения, вот как я, к урбанистике. Может быть, там должны быть архитекторы, дизайнеры, юристы, потому что все вещи надо согласовывать, экономисты. Вот, периодически собираться, общаться в интернете и планировать. Самое главное — планировать, потому что обычно общение заканчивается на уровне «да, хорошо было бы». Вот. Мы-то с Ильей так не привыкли, поэтому у нас всегда вечно стратегические планы какие-то, планирования, которые мы приводим в итоге до логического конца. И хотелось бы, чтобы у этой лаборатории, назовем ее, да, так, было 3 направления. Первое направление – это анализ бюджета города. Серьезный анализ с выкладыванием всех этого проекта, этого бюджета в сеть. То есть мы считаем, что бюджет должен быть объяснен, он должен быть прозрачен, он должен быть подробно объяснен людям, чтобы люди понимали, откуда приходят в город деньги, сколько у города денег, насколько он собирается, на что он собирается тратить эти деньги. Мы сейчас были с Ильей в Микуне, и мы поразились. Мэр Микуни нам сказал: а вы знаете, какой бюджет у Микуни? Вот как вы думаете, какой бюджет в рамках скольки миллионов, миллиардов рублей? Город Микунь. Никто не может предположить. 40 миллионов рублей? 40 миллионов. 40 миллионов на весь год, и из них 27 миллионов они тратят на судебные решения, то есть на выплату людям. То есть у города остается всего 13 миллионов рублей на то, чтобы каким-то образом в течение года город обустраивать, его чистить и прочее. То есть это совершенно страшная ситуация. У нас в городе побольше денег, вот, но все-таки их не хватает намного. Это к чему? Это и к уровню повышения ответственности людей за то, что происходит. Мне очень нравится идея в некоторых странах, когда бизнес часть налогов выбирает, кому платить. Они выбирают какие-то некоммерческие организации, какие-то фонды, и часть налогов платят непосредственно туда, потому что государству где-то, может быть, не доверяют, но хотят, чтобы, например, Ночлежка, вот там Влада выступает, организация Ночлежка получала регулярно от них суммы какие-то. И это налоги. Мы, к сожалению, в нашей стране пока сделать это не можем. Поэтому вторым направлением должно быть, после того, как люди поняли: ах да, я, оказывается, живу в этом городе, и сколько можно ждать от государства, чтобы этот город стал красивее, я вот уже жду 20 лет здесь живу, больше даже, он становится красивее, но не намного. Не так быстро, как мне хотелось бы. Так вот, второе направление – это альтернативный бюджет. Оно, конечно, самое неприятное, потому что мы считаем, что нужно заниматься активно фандрайзингом на различные конкретные проекты по обустройству города, по организации каких-то мероприятий, потому чтобы, например, искусство вышло на улицу, например, какие-то выставки уличные проводить и прочее, чтобы люди сбрасывались деньгами. Мы здесь живем в этом городе, мы можем сбрасываться там по 100, по 200 рублей в месяц на городские проекты, и от этого город будет просто в разы становиться красивее, уютнее и интереснее. И третье направление – это, конечно же, придумывать разные проекты и реализовывать разные проекты. И мы не знаем, будем ли мы во всем долго работать, но первый год мы хотим пока как раз попробовать, удастся ли нам собрать команду из людей, которые разбираются и которые просто хотят, которые горят этим делом, попытаться реализовать несколько проектов, попытаться сделать бюджет прозрачным, а там посмотрим, как мы дальше будем действовать. Если у нас это пойдет, мы с удовольствием этим увлечемся на долгие годы, и я надеюсь, что уже через 5 лет на 12-м баркэмпе мы будем рассказывать о том, что вот это сделали мы, а вот тут у нас так, а в Гажаворе теперь церковь, построенная на деньги прихожан гажаворских. Нет, церкви мы строить не будем. Их построили в этом году, в прошлом, больше, чем школ и детских садов в России, кстати. Церквей построили больше. Вот здесь стоит ящик. Раньше я туда собирала деньги для центра помощи детям.
А сейчас это ящик, там что-то название есть. Ящик для ваших контактов. Если вдруг вам захотелось присоединиться на час в месяц, присоединиться просто поучаствовать в обсуждении, или просто вы тоже хотите этим заниматься, вот там бумажки в желтой зеленой штучке, и маркер должен быть где-то здесь. Вот, мы предложим вам написать имя и контакт вот в свободное время, не сейчас вскочить и написать, и бросить имя и контакт, то есть телефон или что-то угодно, и бросить в этот ящик. Мы создадим чат, как минимум, чат, чтобы начать обсуждать и организовать нашу первую встречу, чтобы вместе провести время и что-то придумать. Вот, поэтому я сейчас выслушаю ваши вопросы. Да, микрофон у меня, но у меня первый же вопрос есть. Да, нет, не в этом вопрос. Вот, Илья, ты рассказывал, значит, про то, как ты работаешь на улице Ручейная. Дорогу, вы будете, если что, вместе отвечать. Дорогу сделали, там деревья посадили, свалки вывезли и так далее. Но ведь я, насколько понимаю, это просто то, что должно делать государство. В принципе, построить нормальную дорогу и убрать свалку, или проконтролировать, чтобы этой свалки не было. И это, это не какое-то новое восприятие какого-то этого места, а ты просто берешь палку, идешь к чиновникам и долбишь этой палкой, пока они не сделают то, что они должны делать, в принципе. Да. И здесь решение этих проблем, просто, в смысле, решение конкретно проблем квартала на улице Ручейная зависит от того, что есть там личность, в смысле, человек, который этого добивается, да, от масштаба личности, или нету. В других районах нет таких людей, да, которые там что-то делают, берут палку и стучат по голове чиновникам. Там все хуже. Это просто, исполнение того, что должно быть исполнено через государственные институции. Ты начинала в самом начале своего выступления, вспоминала Кустурицу, который говорит: давайте жить без государства, так, как мы хотим. Так, у меня вопрос-то, к чему вы призываете? Про что ваше выступление? Про то, что мы живем с государством, или про то, что мы и требуем от него, или про то, что мы творим, да, то и придумываем так, как мы хотели бы, чтобы это было волшебный Сыктывкар будущего. Можно, да, отвечу? Я первый, да, отвечу? Максим, спасибо за вопрос. Вопрос, на самом деле, крайне актуальный. Я легко на него, на самом деле, отвечу. И скажу следующее, что мы ни в коем случае не призываем заменять государство и их роль. Мы его только дополняем. Брать и дополнять, и идти плечо в плечо к нему. И совместно что-то улучшать город. Ни в коем случае не заменить их функции. Да, я тоже скажу. Когда 8 лет назад мне пришлось открыть центр помощи детям с ограниченными возможностями «Синяя птица», у нас в городе не было ни одного центра. Был один реабилитационный государственный центр, в котором не было специалистов практически. И мне говорили: а зачем ты открываешь? Это же функция государства. Тем более это абсолютно нерентабельно, это убыточное предприятие. Как вы понимаете, с детей ты не будешь брать много денег. Вот. И я думаю, что пока мы бы добивались открытия реабилитационного центра, шли бы годы. Дети бы не получали того, что они должны получать, реабилитации. Поэтому я считаю, что нужно упреждать, я правильно глагол использовала? В общем, государство и параллельно, я же сказала, юристы там должны быть. Что возможно, нужно добиваться, чтобы город тратил свои деньги и свои силы. Что не получается, ждать невозможно долго. Так вот сейчас уже 8 или 10 центров по всему городу реабилитационных, поэтому я закрываю свой, потому что я поняла, что функция выполнена. Открыв свой центр, я показала его симпатичность и то, что возможно, такие вещи возможно делать, и огромное количество народу собралось и пооткрывало еще центры. Поэтому я думаю, что мы будем только хорошим примером для государства в том числе. У меня вопрос такой есть. Скажите, вы как-то прорабатывали с активным регионом то, что подается сверху? Есть такой у нас сайт «Активный регион», где подаются сигналы о каких-то нарушениях. Или все же вы действовали напрямую через мэрию, поскольку, я так понимаю, какие-то там есть контакты? Да, у нас есть прямые контакты с мэрией. Мы пришли с ящиком к мэру и сказали: иди сюда, контакт. Нет, они нам активно помогают, то есть трудностей нет, нам не нужны какие-то некие посредники для того, чтобы решить какой-то вопрос. Мы идем к главе города, например, тому же Козлову, и он активно подключается к решению вопроса. Еще ни одного вопроса не решенного не было. То есть... С исключением строительства школы, но это тоже разработка. Я объясню, почему мне так это сейчас важно.
я много езжу по городу на велосипеде и вижу ту вакханалию, что оставляют после себя все ремонтники. И то, что делает управление ЖКХ, мэрии конкретно. Допустим, вот мы сейчас там с ребятами как раз по поводу одной дыры, которую они не заделали, водоканальщики. Я подал сигнал, потом они меня пригласили. Я там как-то очень в соцсетях это такой не очень сдержанный материал выложил. Они меня пригласили, и мы там что-то там вместе решили воздействовать на них. И вот тоже управление ЖКХ выдавало до конца прошлой недели ордеры на ремонт, и ремонтные бригады должны были заделать дырку через 3 месяца. Сейчас мэр на них очень сильно наехал, сказал, что 3 месяца, 1,5 недели им дал. То есть тут же воздействовать же нужно на тех, кто должен это курировать, вот конкретно управление ЖКХ. Вот там люди сидят, и непонятно, что они делают. Потом у нас есть функция городовых, тоже непонятно. И как это все взаимодействие будет проходить у вас. Ну, тема очень интересная. Ну, взаимодействие проходит уже на протяжении 5 лет. Ну, это поручение. Нет, не поручение. Ну, как поручение по городу, в целом же. Но мы же не занимаемся устройством среды. Ну да, обустройством, в Апреле же занимаются обустройством среды, доступной средой. Да, мы занимаемся в целом доступной средой еще. Это другая организация, обустроим город. Тоже так же где-то через суд. Да, я тоже хочу что-то добавить. Я полностью согласна, просто я считаю, что вот у нас есть точечные инициативы и даже инициативы небольших групп. Я всегда за структуру, за то, чтобы сесть и разработать общий план действий. И когда власть увидит, что есть большая команда людей, которые грамотные, которые друг друга консультируют, у которых есть поддержка в средствах массовой информации и которые разработали план действий, конечно же, дело пойдет лучше. Ну, по своему опыту знаю, что план действий он действует, ну, если он не просто на бумаге. Поэтому я за то, чтобы в разных направлениях. С одной стороны, подталкиваем город к тому, чтобы они чаще убирались, лучше вывозили мусор, там, убирали свалки. С другой стороны, смотрим там, где это педалируется каким-то образом и будет еще долго это продолжаться, мы сами подключаемся и делаем. И еще хочу обратить ваше внимание, что на такие вещи, как вот такие парклеты, какие-то городские пространства, на это вряд ли будут выделяться деньги. Выделяются деньги там починить дорогу, очередной раз улицу Старовского Золотая, да, каждый год у нас это делают. И это нормально совершенно, то есть на самые основные вещи. А красоту и уют мы можем создавать сами. Когда в мэрии поймут, что есть группа людей, которые собираются, предлагают идею, у них есть план, они позвонят в ФСБ и скажут, разберитесь с ними, какие-то они. Шучу. Есть еще вопросы. У нас 10 минут, 8 на вопросы. Я не знаю, по вашей ли этой теме, но у меня вот такой вопрос. Может ли население влиять на, например, на то, что будет построено на пустыре? Вот сейчас между зданием, где находится мой офис, и администрацией города Сыктывкара убрали старое здание. Вот что там будет построено, вы в курсе, нет? Парковка. Опять? Вот, может ли население в этом участвовать? Вот скажите, пожалуйста, может ли влиять? Ну, конечно, нет. И как? Нет, мы не можем этого сказать, потому что мы находимся в начале пути. Я вот этих вот тонкостей всех не знаю. Илья сейчас тоже помахал головой, он тоже не знает. Вот, ну кто, вот, знает кто-то. Ну, во-первых, вы зайдите на карту, я думаю, на сайте, я сам с Киров, отвечу по аналогии. У каждого муниципального образования есть своя карта, где, ну, Росреестр называется. И тыкнув на этот участок, вы увидите собственников этой земли. И если, ну, собственно, если частная собственность, то значит, то, что там будет, это будет собственное решение этого собственника. Но все, ну, те или иные решения, там, в виде парковки, зданий или все прочее, они проходят публичное обсуждение. Если эта земля муниципальная, вы, в принципе, можете подать заявку и, собственно, ну, что вы хотите, то и предложить администрации. И они, в принципе, обязаны это будут рассмотреть. То есть, один человек может подать? Ну, честно говоря, групповая заявка всегда лучше. То есть 3 человека, если будет подписано, это они уже считаются как бы коллективно, и это уже лучше рассматривается. Вот. По поводу урбанистики.
Вот мы в Кирове тоже сделали там несколько парков и прочих вещей. Вот как вот Илья сейчас, только у нас это уже немножко пройден этап. Вот. Чуть-чуть, поэтому мы раньше просто занялись. И по поводу чиновников, вот вопрос, который был. У нас четкое понимание, что чиновники не берут с другой планеты. Это те же люди, которые, растут в наших дворах, там, то есть они не какие-то, у них нет цели там грабить, там, делать плохо или прочее. Они точно такие же, как и мы. И все вот эти действия, которые, там, делаются, да, они в итоге, буквально позавчера там мне глава нашего района сказал, вот эти Анатолий, то есть, когда ты начинаешь делать активность, проявлять, ты становишься субъектом. То есть они сначала это как бы отражают, потом в итоге начинают договариваться, потом в итоге начинают делать какие-то вещи вместе. Вот глава теруправления сказал, он был довольно такой, вально как бы и стался, в принципе, валенком. Он говорит, вот в чем мы раньше этим парком не занимались? Потому что, видно, что жителям не надо, все ходят там, собаки гуляют, гадят, все прочее, а сейчас появилась какая-то активная ячейка, начали делать, год-два, сейчас у нас самих желаний. То есть, когда видно, что это кому-то надо, они начинают проявлять активность, начинают выделять деньги. И, соответственно, там парк начинает расцветать. И какие-то другие территории. Так вот, по чиновников. Мы в этом году в Кирове проводим урбанистический форум 23-24 октября. Я вас приглашаю. Вот вы там говорите про проектную группу 8, которая сделала сад в Вологде, да, про Варламова, который там смотрите видео. Они так все приедут лично, мы уже все договорились, и будут выступать. Вот, мы это сделали совместно с главой администрации именно для того, чтобы обучить чиновников. Потому что у всех есть понимание, что люди, просто застряли там в советских ГОСТах. А следование ГОСТам, это, конечно, убивает весь здравый смысл. Соответственно, приезжайте, послушайте, кому это интересно. Там как площадка у нас будет большая, открытая. Вот. А так, если что-то делать, то всегда получится. Это как проверено. Спасибо большое. Это так классно, да, в начале дороги, сразу куда-то поехать, суперпрофессионалом и поузнавать. Саша Федорович? Вот все ваши замечательные заслуги на ближайших выборах присвоить себе действующий там, который депутат. И рассказывать, что это все сделано исключительно им, с его помощью, его инициативой. Вот вам не обидно будет, что ваши заслуги будут присвоены? Александр Федорович, это кажется только так. Ни одну из моих заслуг, а их много, не присвоил ни один из депутатов и Единая Россия. Потому что они не вешали флаги в моем помещении, образно говоря. И я ни разу, то есть, как бы я не уважала эту партию, но они этого не делают. В нашем случае. Я ответила. Меня заинтересовала деревня Эмирик Кустурицы. Знаешь ли ты, каким образом реализовалась там такая сфера, как образование, медицина, традиционно государственная у нас? Там-то все у него было частное. Я не знаю. Я даже не знаю, если там больница, там точно есть бассейн, спа-салоны, там, это то, что меня интересует. Вот. Потом там есть рестораны, тюрьма, как я говорю, гостиницы. Все это спрятано в подвалах, то есть все это, точнее, спрятано за обыкновенными деревянными домами, которым больше 100 лет, они привозили по бревнышкам эти туда дома и восстанавливали. А если там больница, я не знаю. Просто не знаю. Мне кажется, что нет, потому что эта деревня находится недалеко от города. Как дачный поселок. Как дачный поселок, да, я думаю. Еще есть вопрос? Не знаю, вопрос или ремарка просто. Вопрос к Илье. Вот сталкивались ли вы со случаями вандализма? И что вы с ними делаете? Потому что у нас, я могу привести пример. Я каждый день хожу мимо юношеской библиотеки, и они в свое время сделали маленький такой, у них был просто некошенный дикий газон, да, они его покосили, поставили красивые лавочки, поставили туда арт-объекты, посадили цветочки, в общем, это все разнесли, просто сами жители. И у нас, мне кажется, есть такая проблема, что жители не чувствуют вот это вот все, городскую среду своей. Моя квартира, дверь, может быть, кусочек подъезда в лучшем случае, то не часто. Вот, может быть, это как одно из направлений будет вот этой вот деятельности, да? То есть как бы вовлечение людей и как-то на их восприятие. Да, конечно, мы сталкивались с актом вандализма. Мы просто брали и переделывали.
ремонтировали, да, просто брали, переделывали. Ну, например, те электросети взяли, вырубили парк. Конечно, мы были вынуждены привлечь прокуратуру и все остальные природоохрану, прокуратуру. То есть они выехали на адрес, и мы это все остановили. Это тоже было, я считаю, что вырубилось, но они все равно засадили и не до конца вырубили. Так что мы успели остановить. То есть получается, как бы не мытьем докаты. Наташа, у меня был только один опыт обустройства общественного пространства. Я сделала баскетбольное кольцо, с щитом у себя во дворе. И через месяц, и ребята так играли в баскетбол во дворе, и через месяц, я сама, кстати, пилила, через месяц они сломали баскетбольное кольцо. И я как раз подумала о том, я начала думать о причинах. Почему это произошло? Потому что они чувствовали, что они к этому приложились. Именно поэтому я думаю, что одним из направлений должно быть то, что мы должны привлекать по чуть-чуть от людей, которые живут в этом городе. Люди должны голосовать за проекты, возможно голосовать, сбрасываться деньгами. Тогда они будут чувствовать, что это их, и они будут защищать свою собственность, потому что они вложили туда деньги. Вот в этом смысл вообще-то идеи. Даже деньги можно брать и из грантов. Мы это делаем, да? Но смысл идеи в том, чтобы люди сбрасывались, потому что тогда актов вандализма, я предполагаю, станет гораздо меньше. У нас с баскетбольной площадкой вообще ужас произошел. Около общага университета, коммуна 72, вот между ней и школой там кусты всякие, да, и там была баскетбольная площадка. Все время там играли в баскетбол. И однажды одним летом кто-то, я не знаю, как это назвать, стеклами засыпали вот всю площадку. Представляете, сколько надо было разбить стекла, бутылок или что-то такое. И вот все, с тех пор там никто, естественно, ничего не делает. Да, я сейчас дойду до Стаса, я могу поделиться просто опытом тоже. Как у нас был опыт, когда мы делали общественное пространство, и мы делали сквер. И чтобы как-то привлечь людей к этому, чтобы показать им, что это их место, мы их позвали, жителей соседних домов, и предложили посадить вместе с нами цветы в этом сквере. И каждому человеку, который сажал цветок, он туда вешал такую бумажку со своим именем. И это как бы, очень маленькая какая-то вещь, но нам показалось, что это может заставить их чувствовать, что это их место. И когда у нас на одной из скамеек нарисовали потом какую-то запись, мы позвали ребят из колледжа искусств и сказали: ребята, давайте вы нам сейчас раскрасите все скамейки, потому что иначе их раскрасит кто-нибудь другой, а вы сделаете это красиво. И мы раскрасили просто все скамейки, больше на них никто ничего не писал. Отличные примеры были приведены. Хотел прокомментировать в тему Натальи, да, что говорила о том, в любом обществе всегда есть, скажем так, токсичные люди, да, которые, это как дождь или ветер, да, так же как в человеческой среде есть часть общества, которая деструктивная. От этого не избавиться, с этим нужно жить, но на него можно немножко влиять. Знаете, наверное, да, теорию разбитых окон. То есть в красивом месте не хочется мусорить, да? А если там грязно, то и хороший человек тоже не стесняется мусор выбросить. Так в чем моя мысль? Когда что-то делаешь, нужно быть всегда заранее готовым, что это будет сломано, испорчено и так далее. Заранее оставлять какие-то психологические силы на это восстановление. И это очень важно, не подумать, что, никому не нужно, сломали, все уроды, ничего не буду больше делать. А продолжать снова восстанавливать, снова будут ломать, снова восстанавливать, и это может изменить тех людей, которые это ломают. Это могу привести конкретный пример. В Эжи несколько лет назад поставили стеклянные остановки. Их, конечно же, тут же все разбили. Не сразу, но довольно быстро. Потом их снова поставили, заменили стекла. Их там тоже немножко побили, их снова меняли. И сейчас они стоят, их там, иногда, конечно, там они разбиваются, чуть-чуть, да, но это уже не происходит такого, как в первый год, да. То есть люди привыкли, то есть изначально это был как красная тряпка, ух ты, какая-то новая штука, надо с ней взаимодействовать. Примитивно люди взаимодействуют с помощью разрушения. А потом они привыкли, остановка и остановка. Много лет, я ее уже разбивал, ничего интересного. И она сохраняется более-менее. Также со всеми пространствами, я считаю, надо быть готовым к тому, чтобы периодически их восстанавливать. И если эту работу не прекращать, то они будут уже меньше со временем страдать. У меня такое мнение.